Уважаемые коллеги, добрый день. Я предложил провести эту встречу, потому что мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании, но я знаю и, конечно, всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более у представителей парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития. Но цели-то у нас общие. Это точно, совершенно очевидная вещь. Я это знаю по достаточно долгому и плотному общению и с вашими партиями, и с вами лично. Но в этой связи что хотел бы обсудить? Вы в ходе избирательной кампании встречались с большим количеством людей, ваших избирателей. Мы в то же самое время понимаем, и я считаю, что электоральная база каждой партии, она на самом деле не изменилась. Есть своеобразие текущего момента, и это отразилось на выборах президента, как главы государства и верховного главнокомандующего. Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, она так и сохраняется. А в этой связи значит, что нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач. Вы встречались с большим количеством людей, слышали людей, они вам говорили о том, чего они ждут от власти, и неважно сейчас, какого уровня эта власть, неважно, какая партия, какие идеи продвигает, важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим. Есть и вещи совершенно такие, которые нами понимаются единообразно, это безопасность российского государства, это вопросы, связанные с внешним контуром, с необходимостью добиваться суверенитета и в сфере обороноспособности, и в сфере технологий, в сфере финансово-кредитной политики и так далее. То есть мы с вами обо всем об этом много раз говорили. И я знаю, что и совпадения здесь у нас тоже есть. Но мне бы, конечно, хотелось послушать, что вам говорили люди, на что они настраивали вас, для того, чтобы эту обратную связь использовать для совместной работы и достижения общих целей. Собственно говоря, это все. Здесь никаких сверхзадач нет. Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. И надеюсь, вот такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения тех самых целей развития, о которых я уже сказал. Пожалуйста, прошу. Ну, во-первых, Владимир Владимирович, позвольте вас поздравить. Спасибо. Победу признаем. Мы прекрасно понимаем, что, я уже говорил, что не лавровый венок от избирателей сегодня на шею одели, а подтвердили еще раз громадную нагрузку, громадную ответственность. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем, какое время проходили выборы. Понимаем, как много человеческих взглядов, жизней, настроений именно в вас устремлены, потому что много лет являетесь руководителем, сделано немало. Я помню выборы 2004 года, и ровно 20 лет спустя мне пришлось участвовать еще раз. Конечно, громадное продвижение, громадное, наверное, не случайно сегодня практически все мировое сообщество, здравое, прекрасно понимает, что во главе России сегодня надежный человек, которому доверяет большинство России, и очередные выборы подтвердили. Мы, Компартия Российской Федерации, я как кандидат от Компартии Российской Федерации, прекрасно понимали, делали все, чтобы в этой ситуации была консолидация мощнейшая народа. Я 9 января Центр избиркома вручили удостоверение кандидата в президента, 15 января мы уже в Хабаровск, и практически 2,5 месяца встречались, наверное, с отраслями всего народного хозяйства России. Начиная от села, первый фермер была
в Хабаровском крае. Кстати говоря, когда пришли, мы там целый день были, я удивился, с Украины. Работаю с Украины, приехали. Я говорю, что вы так далеко уехали? А нам здесь нравится, может быть, мы останемся. Я говорю, почему? Может быть, значит, с квартиры, потом вечером встречались с Дегтяревым, как бы все обговорили, говорю, с удовольствием поддержим. Единственное, сразу прозвучало, вот то, о чем мы говорим, я тут принес несколько проектов. Она говорит, Николай Михайлович, 29 рублей у нас покупает литр молока, но базисная жирность 3,6, 3,8 в зимнее время. А продают на рынке уже базисная жирность 2,0, 2,2, 100, 120 рублей. Надо что-то делать, потому что мы как бы в ущерб себе не можем работать. Коллектив большой, тем более она женщина, вокруг походили, посмотрели. Ну, молодцы они, недалеко от Хабаровска. Вот. Потом встречались уже в медуниверситете и со студентами инженерного факультета. Сразу девушка встает, Николай Михайлович, стипендия 1700. Я говорю, я учился, 33,50 копеек был. За спорт еще 40 рублей получал талонами. Еще ребятам помогал, кормил. У меня было 40. Повышенная стипендия была 40. Это кто повышенный, не за 40 был. Я 33 рубля, был староста 4 группы, 33 рубля 50 копеек. По тем деньгам, конечно, в сравнении с сегодняшними деньгами маловато. Разговор дальше пошел. Я говорю, поднимите руку в Хабаровском крае, как раз в университете железнодорожного транспорта. Кто поедет, откуда приехали? Ну, 30%. Я говорю, а почему так? Ну, вот надо, чтобы рабочее место, надо, чтобы зарплата была. А вдруг я женюсь, вдруг я замуж выйду, квартиры. Вот там в Хабаровске я и произнес, ну, по крайней мере, первые 20 лет молодой паре беспроцентную ссуду на квартиру. Первую квартиру в течение 20 лет молодой паре, ну, ипотека, беспроцентная ссуда, чтобы была. Посмотреть, поглядеть, посчитать. Ну, а дальше больше, как мы с Хабаровска двигались практически до Санкт-Петербурга. Ну, и последний заезд у нас был в Сталинград, Ленинград. Практически жилищный вопрос, он как бы звучит. А тогда, когда бюджетный кредит на 2/3 вы озвучили, 11 триллионов сегодня квартирная ипотека, задолженность у народа. Но вот тогда как бы вслух я сказал, ну а почему бы нам не просить, почему бы нам не порешать 2/3 хотя бы, ну, до 35 лет, посмотреть там, 1 ребенок, 2 ребенка, может быть, посмотреть, как бы тоже 2/3 из 11 триллионов, сколько попадет молодых людей, до 35 лет хотя бы как бы чуть-чуть поддержать. Поэтому на сегодняшний день платное образование, хотя сегодня вроде как и о квотах, мы и в Думе говорим, мы постоянно о квотах, вроде как бы все это решается. Но маловато надо. Тем более, если в сельской местности платно обучаться сложно. Остается один путь на севера. Хотя и на севера нужны люди тоже, и специалисты, и так далее, и так далее. Поэтому, по сути, по стране за 2,5 месяца, ну, и вы передвигаетесь, и мы все передвигаемся, и я, как председатель комитета по разведению высокого архива, практически знаю все. И выездной комитет в июле на Чукотке приводил, и был я в той, значит, теплице, где они уже сделали 100 тонн огурцов. Но в Эквикиноте строится школа. Пример. Ивановы, брат и сестра, в Санкт-Петербург сваи грузят на железнодорожное полотно до Владивостока. С Владивостока надо морем привезти Эквикинот. Но это подвиг, безусловно. А Надре 13 тысяч, 50 тысяч сама Чукотка. Проехали мы по лениводам везде. Ну, свои люди, местные, хотят там работать. Но даже в отдаленном от Анадыря селе парень такой хороший, 35 лет. Я говорю, ты откуда? С Алтая. А почему ты здесь? Николай Михайлович, на Алтае зарплата 35 тысяч. Я говорю, а сколько ты здесь получаешь на Чукотке? 100-110. Но, говорю, жизнь тут подороже, но, говорю, все равно чуть-чуть навар есть. Поэтому я и еще при зональном районе. И еще, говорит, приедем и туда молодежь. Я говорю, это неплохо, с одной стороны. Неплохо. То есть вот тот вопрос, который и вы озвучиваете, и постоянно как бы на устах, учителям, медикам, независимо, иногда говорят, вот средняя по региону зарплата, все-таки надо делать одинаковую по федерации. Врачам, медицинским работникам, ну там ФАПы, врачи, ну и так далее, тем более не хватает сегодня, я уже не буду называть цифры, там цифры приличия, сколько не хватает медиков. Вот если подтянуть как бы учителям и работникам здравоохранения, чтобы не ехали сюда, в Москву, Санкт-Петербург не ехали, ну там надо оставаться.
Я уже в 2019 году вам говорил на Совете законодателей. Кстати, там люди тоже иногда редко, но говорили. Поспешили вы с пенсионным возрастом, то, что касается Дальнего Востока. Ну, может быть, давайте посмотреть, чтобы молодежь, ну, может быть, на БАМ сегодня и едут, как бы и поедут, но все-таки дать возможность молодым отсюда поехать, ну, может быть, прямо, чтобы они понимали, заработать пенсию. Пусть там 20-22 года проработает, но уже уйдет, как бы, уже он себе заработает пенсию, если мы хотим туда потянуть народ. Ну, вариант, надо подумать. Ну, а что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно. Я сказал об этом тоже в послании. Нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы. Ну что, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги. Поэтому это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе. Кое-где выдумают подушевую. Но сельская местность бывает 3-4, может, там Ломоносов обучается. Ну а куда деваться? Мы и так оптимизацией наделали беду. Значит, по сельской местности это тема особого разговора. У меня тоже здесь есть по развитию сельских территорий. Население на селе стареет. Да. Население стареет, тем более если нет инфраструктуры, работы никакой нет. Колхозов, совхоз 23 тысячи мы потеряли. Ну, инвестор пришел, у него задача, как правило, зерновые. Как правило, зерновые. Но коров осталось. То, что на экспорт идет. Так. Нет, это все хорошо, копейка. Но мы же говорим, что необходим кальций, а кальций – это молоко. У нас сегодня коров осталось 7,8 миллионов. В советское время мы в России производили 50 миллионов тонн молока. Сегодня 28, 31. Как бы вот он Патрушев, я видел, докладывал, он там 800 тонн, 800 тысяч мы добавили. Но поголовье я проводил выездной комитет в Забайкале, 3 дня объехал все, и Кобзона там его уважает и помнит, и Стелла стоит, и со звездой он там. Значит, зашли, миллион живет. В Чите заходим на маслозавод. Я говорю, на Камчатке рыбзавод заходишь, пахнет рыбой. На Пилораму заходишь, пахнет опилками. К вам зашел, ничем не пахнет. Она так потихоньку, все депутаты разных фракций, Николай Михайлович, в сутки цельного молока 2,5 тонны. А на чем работаете? С Белоруссии, Сибири, сухой молоком. Поэтому и я потом мешусь. Это где? В Забайкале. Забайкале. Последние 2 животноводческие фермы закрыли. После этого я Михаила Владимировича попросился на прием. Он согласился. Я говорю, ну, военные тайны не открываю. 11 дальневосточных регионов. Значит, ну, Арктика, Севера там потяжелее. Но давайте сделаем специальную программу по развитию агропромышленного комплекса. Но рыбой, икрой, и тогда, когда в 2019 году он объехал неделю Дальнего Востока, и Благовещенский проводил совещание, я тоже туда прилетел, я тоже выступал, он тогда, правда, молодцом, открыто-закрытый грунт по овощам. Я говорю, ну это все хорошо, от цинги надо уходить, но мясо-молочная продукция должна быть. Если полистать, там в советское время и коровы были, значит, и молоко было, и мясо было в достатке. Вот, поэтому я думаю, что он подписал 3 министерствам поручение по созданию и развитию спецпрограммы по развитию агропромышленного комплекса. Тем более мы рядом сосед 1,5 миллиарда. Своих экологически кормим, производим и зарабатываем. И все разговоры. Но только дать возможность. В Амурской области очень хорошо там председатель правительства, значит, такой аграрник, все время в Дальневосточном экономическом форуме, я же с 2013 года все время езжу туда, выступает он хорошо и по толку. И поэтому Михаил Владимирович согласился. Не знаю, как дальше, уже я буду проводить, скоро закончим все эти предвыборные дела. Комитет, значит, на ВКС будут практически все руководители дальневосточные. Ну, да, это тяжелая работа, 24 часа в сутки корову. А кальций, значит, молоко – это кальций, а кальций – это наша кость. Упала рука, упала нога, упал бедро, это как правило. Если нет, то не получает ребенок или потом взрослый. Я уже не говорю, что нормального творога 100 грамм каждый день надо, чтобы кальций был. И будет все нормально. Здесь несколько предложений я передам. Значит, ну и хотелось бы сказать, прямо озвучить, 43 или 46 регионов приняли свои законы, кто располагает бюджетной сферой «Дети войны». «Дети войны» – это 22 июня 28 года рождения по 48 3 сентября окончание Дальнего Востока. Поэтому встречался в Москве, много пришло людей в один голос тут. Значит, ну вот то, что газ тут пообещали, как бы, хотя они, Николай Михайлович, сегодня вокруг все частная земля, я не знаю, говорит, как газ будет
тянуть, там будет и шум, и разговоры, и много другое. Но закон о детях войны, их осталось 9 миллионов. Порядка 180 миллиардов, ну, может быть, чуть-чуть к 200. 9 миллионов осталось этой категории людей. Надо посмотреть, региональные законы кое-какие приняли, но надо федеральный закон. Это благодарность тому поколению, которое порой и без отца, и без матери, но и работали на восстановлении. Вот. Ну а говорить по программе я 2,5 месяца говорил. Поэтому вы уже сегодня откликаетесь по многим моментам. Хотелось бы верить, что вот потом, когда мы все в Думе соберемся, как бы будем вместе реализовывать все то, что наработали. Социальная справедливость. Социальная справедливость имеется в виду зарплата, пенсия. Это то, что беспокоит людей сегодня. Понятно. Что касается ипотеки, да, для молодых людей, в том числе на Дальнем Востоке, там, ну, вы все знаете, мы оставили там семейную ипотеку. Там несколько вариантов. Да, да. Но там есть возможность и необходимость поговорить на эту тему поподробнее. Сейчас не буду здесь под камерой. Чтобы все категории подхватить. Да, да. Вот, молодежь. Но там есть о чем поговорить. И, в принципе, ресурсы можно найти. Здесь надо быть просто очень аккуратными, потому что вот наши службы, в том числе Центральный банк, который занимается работой над необходимостью удержания на нужном уровне макроэкономических показателей, вот, опасаются, что вот эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем и делаем правильно, что она немножко давит на инфляцию. Ну, мы поговорим об этом отдельно. Вот сейчас ждали, все напугались, еще один секундочку. Да. Ставка Центробанка 16%. Вот даже мой внучок взял в этом году, в сентябре я летел, он женился в Новосибирске, в Алтае девушку, значит, взяли кредит. И вот сегодня все ждали, но может быть не 16% будет, может быть поменьше. И вся молодежь, те, которые взяли квартирки, приобрели, а ставочка 16, и предполагается вновь заседание, и вроде опять 16 оставят. Надо посмотреть, может повлиять. Нет, ну для молодых, для семей с детьми там своя ставка, там же не 16%. Это еще без детей. Молодежь. Первый ребенок. Есть стимул заводить первого ребенка. Но мы пообсуждаем. Это очень важный вопрос. Согласен полностью. Да. Пожалуйста. Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте вас поздравить с исторической победой. Никакие проценты между нами, сколько мы набрали, не имеют значения. Разница между нами меньше 1%. И не собирался об этом говорить еще долго, но вы сегодня ночью выдали тайну, выступая перед своим штабом. Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату, отдали много, себе осталось меньше. И это совершенно, еще раз подчеркну, никакой не играет роли, не имеет значения, а имеет значение то, что мы сегодня подтвердили высокий авторитет лидера нации. Сегодня, когда страна переживает главный, наверное, момент истины в своей новейшей истории, когда идет святая и благородная специальная военная операция, целью которой является искоренить нацизм. Наверное, это последняя, и будем на это рассчитывать, схватка с нацизмом в человеческой истории, и на это будем уповать. И естественно, что она завершится победой русского оружия. И, конечно, эти выборы, эта кампания имеет значение не только для России, русского мира, русской цивилизации, имеет значение далеко за пределами нашей страны. Сегодня, исходя из ваших идей, ваших подходов, создается новое глобальное большинство. Это не англосаксонский мир, это глобальный юг, Африка, Латинская Америка, значительная часть Большой Евразии, те, кто не хотел бы,
чтобы их судьба, как они будут развиваться, решалась в Вашингтоне. Чтобы у нас был однополярный мир, основанный на крови, как мы видели в 1999 году в Югославии, в 2003 году в Ираке, затем в Ливии, а в Сирии мы, Россия, не дали событиям пойти по тому же кровавому сценарию, когда неугодные режимы, их лидеры просто стираются с лица земли. Так вот, сегодня новое глобальное большинство, по сути, уже активно формируется, и Россия является центром притяжения этой новой мировой политики, системы международных отношений, стабильной, безопасной, равновесной мировой архитектуры нового столетия. И все это формируется вокруг ваших идей и подходов. Поэтому, хочу сказать, это действительно историческая кампания. Именно поэтому поздравляю так тепло главы государства, наверное, еще долго продолжать поздравлять. И что касается нашей партийной кампании, я сказал сразу, что я не буду говорить заранее каких-то пунктов программы. Эти пункты мы определили, когда проехали большое количество регионов, исходя из пожеланий людей. И вот эти пункты, я думаю, что вместе будем при вашей высокой координации советоваться, расшивать, решать, не дожидаясь конца СВО. Там вопросы, безусловно, чувствительные для людей, более чем чувствительные. И надо сказать, что так получилось в послании Федеральному собранию. По сути, это не послание, а я для себя это называю программой развития страны и общества. И не только на 6 лет, а достаточно на протяженный период. Это программное послание, поэтому оно такого объема, вот так мы рассматриваем. Там ключевые реперные точки, опорные точки, позиции, по сути, совпали с тем, что я как кандидат, говорили в ходе кампании, начиная от плечом к плечу в начале. С этим призывом я обратился к гражданам России в прошлом году, вне зависимости от партийного билета в кармане, возраста, места жительства, вероисповедания, плечом к плечу, как всегда становилась Россия в те моменты, когда тяжело, когда действительно момент истины. Вот. И вот этот призыв пошли все парламентские наши, и не только политические партии, и все, кому не безразлично будущее России. И в конце чрезвычайно важно, что нам не рубли, тонны, километры имеют значение, а люди, ради которых мы живем и работаем. И, собственно, политическая партия любая существует ради людей. Владимир Вольфович всегда учил нас доходить до каждой семьи, до каждого человека. Вот на том стоим. Именно поэтому находимся как партия в тренде роста, но предстоит еще очень и очень много сделать. Вот. Что касается этих реперных точек, здесь много вопросов. И, безусловно, то, что при формировании кадров для государственной системы, для государственного управления необходимо опираться на тех, кто прошел СВО, с кем можно идти в разведку. И это очень важно. Там классные ребята. Многие из них сейчас поступают в вузы, кто уже вернулся, планируют поступить. Мы постоянно находимся там. И надо понимать также и по новым регионам все, что знаково будет происходить в стране в ближайшие годы, надо понимать, что будет происходить там. Сейчас нужно работать не только над восстановлением объектов разрушенной инфраструктуры, а с людьми, с их сознанием, с их пониманием того, как дальше
обустраивать эти, на самом деле, очень богатые потенциально регионы, восстанавливать промышленность и многое-многое другое. Вот. Минимальный размер оплаты труда 35 тысяч к 30 году, мы говорим, может быть, 30 тысяч, но сейчас у нас есть для этого резервы, есть возможности, над этим надо работать, смотреть, поэтапно этим заниматься. Это очень важно сегодня для людей, которые об этом очень-очень много задавали вопросов. Поддержка многодетных семей. Страна должна снова становиться страной многодетных семей. Это архисложная задача. И архиважная. И первый шаг – надо просто восстановить ясли. Ясельные группы для деток от 1,5 месяцев до 3 лет, которые куда-то девались. Были и нет, сейчас их очень мало. Думаю, что восстановим это не столь сложное решение, и кадры есть. И это действительно первый шаг, чтобы молодые мамы могли совмещать материнство с профессиональной карьерой. ЖКХ, об этом вы совершенно четко сказали, кое-где мы все благодушничали, как-то переползали из года в год на сетях советского времени, и они полностью пришли в некоторых регионах в негодность, на 100%. И хватит уже морозить, и не только где-то здесь, в центральной России, но и Магадан. Это задача минимум на несколько лет, а то и дольше. Вот, она может быть четко совершенно расписана. И вы сказали очень-очень серьезную сумму, она измеряется триллионами, которая будет направлена до 30 года. И здесь не только магистральные сети, здесь капремонт, здесь жилищно-коммунальное хозяйство в комплексе. Вот. Поддержка малого бизнеса, малого предпринимательства. Нужно очень аккуратно смотреть на переход от упрощенной формы к общей форме налогообложения, о чем опять же было чрезвычайно четко сказано вами в послании. Малый бизнес нужно не душить многочисленными инструкциями, а поддерживать. Я считаю, что надо вообще для малого бизнеса отменить налоги, кроме НДФЛ. Разумеется, если они работают не в серой зоне, без всяких конвертов. Это принципиальная позиция. Мы должны поддерживать малый бизнес в стране, а дальше он из малого будет средним и так далее. У нас масса талантливых, креативных людей, в том числе среди молодежи, которые занимаются малым бизнесом, но заниматься им в силу разного рода многочисленных инструкций и сегодняшней шкалы налогообложения не столь просто. Далее врачи и учителя, о чем сказал в частности Николай Михайлович. Надо говорить откровенно, в стране не хватает порядка 25 тысяч врачей, 50 тысяч средних медработников. Очень просто. Новое – это хорошо забытое старое. Не нужно изобретать велосипед. Нужно просто ввести обязательное распределение, как оно было в наше время, из медицинских вузов и колледжей. 3 года отработай на страну, которая дала тебе высшее медицинское образование. Ну, может быть, в новых регионах и на Дальнем Востоке, например, 1,5 года. Нужно смотреть. За пару лет эту проблему можно расшить, приняв такое решение на уровне правительства в ближайшие месяцы. Ну и очень важный, конечно, вопрос – это зарплаты. Мы находимся в одной стране, но переезжая из региона в регион, как-то попадаем чуть-чуть в другой мир. Зарплаты учителей у нас в Ленобласти средняя 30 тысяч рублей в месяц, в Ульяновске 18, в Новосибирске 44, в Москве 103 тысячи рублей в месяц. Надо, чтобы люди достойно жили во всех регионах без исключения. И одна из задач действительно уравнять зарплаты. Это не столь просто на сегодня, но пошагово это можно сделать тем, кто нас учит и лечит. Мы пока не можем с советского времени еще расшить эту проблему. Сейчас нужно этим поэтапно заниматься. У нас есть соответствующее видение, программа, которая согласована с сотнями тех самых представителей этих важнейших для нас и для молодежи, если говорить об учителях, профессий. Я думаю, что этим нужно заниматься в самое ближайшее время, заниматься более серьезно, о чем в послании, по сути, программе тоже сказано. Молодежь уезжает из села, закончили и разлетелись в мегаполисы, там в вузы.
Очень простой ключ. По-разному пытались решить вопрос, пока он не решен. Это проблема понижения качественной ставки ипотечного кредитования для сельской молодежи. Я объявил в ЛДПР 24 год годом сельской молодежи, и тогда действительно окончил школу, построился совершенно на других условиях, и где родился, там он пригодился. А дальше уже будут агрохолдинги, рабочие места, креативное пространство. В противном случае, как вы предупреждали в статье еще 2012 года предвыборной «Социальная политика. Строительство справедливости для России», там у вас есть хороший раздел, называется «Сбережение России». Это у меня настольная статья. И если у нас вот так пойдет, можем превратиться в пустое пространство между мегаполисами. И в целом нам нужно развивать вопросы, связанные в том числе с возвращением соотечественников, которые готовы вернуться. У нас блестящая программа у Сергея Владимировича Кириенко «Россия – страна возможностей», но там пока только 70 человек в международном блоке получают ежегодно паспорта. Нам нужно возвращать тех, кто долгие годы стоит на учете в наших консульских учреждениях за рубежом, и решать эти вопросы для того, чтобы действительно, как вы писали в этой статье, не превратиться в пустое пространство, дословно, судьба которого будет решаться не нами. Этот апокалиптический сценарий, конечно, не для нас, но над этим нужно работать, и в том числе немаловажный фактор, и можно его расшить за несколько лет, если быть реалистами, это то, чтобы сельская молодежь прекратила уезжать из села. То же самое, кстати, по Дальнему Востоку. Николай Михайлович, как председатель профильного комитета Государственной Думы, не даст соврать. Нам необходимо поэтапно повышать зарплаты. Молодежь должна стремиться пройти эту суровую, но важную профессиональную школу, стремиться на Дальний Восток, а не уехать оттуда обратно, потому что там достаточно низкие зарплаты. Все это поэтапно, по отраслям, по инфраструктурно значимым предприятиям, как опорным точкам, можно действительно решить в течение нескольких лет, поэтапно. И для этого у нас также есть соответствующее видение. Я назвал только часть той программы, которая у нас есть. Мы ее, безусловно, реализуем. Это нужно стране, это нужно людям, мы никуда не денемся. Но лучше реализовать это, конечно, раньше, пошагово, особенно там, где действительно кавалерийским наскоком ничего не решишь. Вот. Ну, например, по обязательному распределению для врачей и выпускников медколледжей, бывших медучилищ, можно решить уже сейчас. Ну и, конечно, честная цена. У нас пожилые люди приходят в магазин, привык, литр, килограмм, а там мелко написано 900 грамм, 910, 930. Посмотрим, что это в масштабе страны. Честная цена. Мы внесли соответствующую инициативу. Будем с правительством ее отрабатывать. Люди об этом говорят как о вопросе очень и очень важном. Также людей беспокоит непомерно возросший утилизационный сбор за автомашину. Как-то здесь немножко намутили, перестарались. Но думаю, что все это можно расшить очень легко. Если действительно этим заниматься, глаза боятся, руки делают. Поэтому программа совершенно четкая и совершенно четким видением, что именно отработать с правительством. Наиболее знаковые вопросы доложим вам с тем, чтобы действительно добиться реализации пошаговой в самое ближайшее время. Многое уже можно сделать в нынешнем году. Ну и, конечно, по поводу того, что эти реперные точки совпали с посланием, мы с вами не обменивались, мы не говорили о каких-то, так сказать, задачах до сегодняшнего дня, мы только сегодня по этому поводу сверяем часы, поэтому здесь на самом деле очень просто. Это доказывает то, что мы на правильном пути, и действительно это опорные точки, которые сейчас, опорные проблемы, которые нужно решать немедленно, которые действительно интересуют
людей, наше население, тех, ради кого мы работаем как политические партии, в очень высокой степени. Поэтому этим нужно заниматься немедленно. Вот как бы ЛДПР сейчас продолжает интенсивную работу. Еще раз повторюсь, как учил Владимир Вольфович, доходим до каждого, у нас нет никаких отписок. Я за 48 часов отвечаю каждому, несмотря на колоссальным образом возросшее количество обращений, чтобы действительно партия была сегодня надежной политической силой. И именно в этом плане, доходя до каждого человека и каждой семьи, будем работать дальше с тем, чтобы эти задачи получали свое решение. Вот если в двух словах, наверное, так. Спасибо. Спасибо. Леонид Иванович, вы подняли ряд вопросов, и все важны. Но обращу внимание на две. Николай Михайлович уже упомянул об этом. Это выравнивание доходов в социальной сфере в разных регионах Российской Федерации. Но с этим связано и другой вопрос, связан с другой вопрос, вопрос источников. Я в послании тоже об этом говорил. Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли. Она должна быть стабильной на протяжении как минимум 6 лет. И вы об этом сейчас упомянули. КПРФ всегда говорил о том, что у нас система налогообложения должна быть справедливой. У нас много было споров на этот счет. Как вы видите, мы к этому подошли аккуратненько. Но вот это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения очень ранее. Ну да, как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными, но решения должны быть выверенными. Очень рассчитываю на то, что все политические партии, представленные в парламенте, в ходе этой дискуссии подойдут самым серьезным образом к решению этих вопросов. Как будете привлекать и аналитиков, и специалистов, таких у нас в стране достаточно, и мы все придем к такому, к золотой середине, найдем выверенные эти решения. Спасибо большое. Владислав Андреевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой, уверенной победой. Я постараюсь быть кратким. Вот опять эту неделю киевский режим подло наносит удары по Белгородской области. Я сам так получилось, что вместе с командой 31 декабря прошлого года в Белгороде, после очередного такого ночного удара, наши волонтеры помогали разгребать завалы, мы встречались с семьями погибших, это мирные жители, это подлые по-настоящему удары. И вот я хочу вам сказать, что, конечно, такие действия киевского режима, им нет никакого оправдания. Я проехал 29 регионов за эту кампанию, и во всех регионах люди работают на победу, на нашу общую победу. Каждый делает все, что может. Мы, как фракция, тоже стараемся делать максимум того, что у нас получается. Я сам курирую в партии Луганскую Народную Республику, бываю там, и есть несколько проектов, например, народные аптечки. Это такие проекты, которые помогают нашим бойцам. Это сейчас такое непростое время, отправляем гуманитарные грузы постоянно. Вы абсолютно правильно сказали, что у нас общая цель – это победить в специальной военной операции и достигнуть устойчивого мира. И я про это говорил тоже как раз в кампании, о том, что очень важно это противостояние не оставить следующим поколениям, а решить поколению нашему. И скажу честно, люди во время встреч, они искренне это говорят и так считают, что таким человеком можете быть только вы. Только вы можете решить победить в этом противостоянии. И как лидер страны, собственно, и выборы это показывают. Я провел более 100 встреч
И на многих люди приходили и говорили о том, что я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина, а вы нам помогите решить какие-то вопросы. Вот таких вопросов у меня там более набралось 1000. Какие-то мы помогали решить на месте, там, например, получить удостоверение мамы многодетной, но какие-то остались, и будем, собственно, их дальше решать с командой. Вот сразу после послания я уехал в Ростов, встречался там с предпринимателями. Ну, во-первых, они тоже рассказывают о той поддержке, которую осуществляют нашим бойцам, но они по-настоящему аплодировали, когда вы сказали об амнистии, о предроблении бизнеса. Это вот то первая такая вот обратная связь. Ну и по другим направлениям, вы знаете, у партии «Новые люди» мы много работаем с молодежью, у нас много молодых активистов, и, конечно, они так прям были воодушевлены то, что появится национальный проект по молодежи. Они в первую очередь, конечно, говорят о профессиональной самореализации. Молодежь у нас хорошая, она хочет развиваться, работать в России, хочет работать в своих городах. И вот там, то, о чем мы говорили, о самореализации, это, конечно, очень важно. Говорят о том, что хотят завести семью. Николай Михайлович говорил сегодня об ипотеке. Конечно, первый вопрос всегда у них – это вопрос собственного жилья, где они будут жить не с родителями, а именно создать такую свою ячейку. И это один из тех вопросов, они все есть, мы их подготовил. Мы их, думаю, что проработаем с правительством и какие-то найдем решения. Потому что это каждое такое решение, оно непростое и дорогое, но были в России примеры такие, когда вопрос демографии решался вот на Сахалине в начале 10-х годов, когда такая поддержка давала такой резкий скачок рождаемости, наши семьи заводили деток. А так я хочу поздравить вас еще раз с победой, уверенной победой. Ну а мы с командой продолжим работать над теми вопросами, которые были обозначены в ходе вот как раз этих встреч. Спасибо большое.